можно программой задавать разное количество. Маса функцій на швейній витворчості виконується зараз без рук. Майстрам швейної справи більше не треба чертити, виразати і малювати. Усе зроблять машини. С помощью переводчика и нейросети генерирую изображение. Например, как эти брюки. Штучний інтелект їм не конкурент, а серйозний помощник. Ультрасучасныя плотары працюють над лічбовими лекалами, принтери переводять малюнки на тканіну. Хай-тек технологіями з допомогою голосових помощників керують навченці коледжа бытового обслуговування. Тут працює обновлений центр компетенції з 4 високотехнологічними лабораторіями. Мы были включены в государственную программу образования и молодежная политика, благодаря которой за счет республиканского бюджета нам было поставлено 19 единиц учебно-производственного оборудования и программного обеспечения, которое позволяет сделать образовательный процесс более современным. Изготавливать швейные изделия с момента конструирования, проектирования, заканчивая уже окончательной отделкой и выпуском готовых изделий. Центр компетенції сьогодні навідав старшиня Центру виборкама Ігор Карпенко. У коледжі навчається більш за 470 чоловік. З укорененням нових технологій гомельські швачки зараз смело покоряют свет моды и дизайну. В нашей лаборатории конструирования стоит самое современное оборудование, на котором мы можем оцифровывать бумажные лекала, а также мы можем вырезать эти лекала непосредственно на плоттере и применять в пошиве изделий. А наши учащиеся занимаются конструированием изделий через нейронные сети. Они моделируют принты на футболках, которые мы также можем распечатать в дальней нашей лаборатории. Час – гроші. Такое кредо хай-тек технологій. Наприклад, пошити кишеню за 4 секунди уже не фантастика, а звичайний процес. А у сусідній навчальній установі у коледжі кулінарії протяг програми візиту. Цікава розмова з гостем відбулася на діалоговій пляцовці. Можете ли вы поделиться своим опытом, своими историями о том, как молодежь может влиять на политические и экономические процессы в стране? Очень важно отвечать на вопросы молодых людей, особенно которые сегодня больше находятся в интернете, в социальных сетях. Вот это личностное общение, взаимодействие, ответ на те проблемы, которые их волнуют. Наверное, цель этих всех информационных часов, диалоговых площадок и тех проектов, которые сегодня предлагают и молодежные организации, и органы государственного управления в области молодежной политики. Пытанняў было шмат, не толькі пра палітыку і метады ўплыву соцсетак. Паговорылі і пра высокія тэхналогіі, і нават пра рыбалку і лепшыя беларускія азёры. Гэтая тэма аказалася таксама актуальнай, бо пачынаюцца канікулы. Ірына Драбушэўская, Сергей Калацэй, тэлерадыёкампанія «Гомель».